Здравствуйте, это программа «Итоги дня» на канале Якутия-24. В прямом эфире в студии работает Влад Давыдов. Сегодня в выпуске. Оперштаб расставил приоритеты. Вакцинация населения от коронавирусной инфекции – главная задача на сегодня. Очередная индексация. Федеральные пособия повысили в России с 1 февраля. Кому и насколько? Очные занятия возобновлены в столичных школах с 1 февраля. На учебу вышли все учащиеся с 1 по 11 классы. День выборов. Назначена дата досрочного голосования за нового главу Якутска. Это 28 марта. Внимание на безопасность. Системы пожаротушения проверят во всех объектах образования по республике. К 30-летию победы Александра Иванова Якутск примет чемпионат России по кикбоксингу. Ожидается приезд более 800 спортсменов и делегатов. Вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции в настоящее время остается главной задачей оперативных штабов районов и городских округов. Об этом в ходе очередного совещания Республиканского оперативного штаба заявил глава Якутии Айсен Николаев. В Якутии продолжается массовая вакцинация населения. Слабо ведется работа в Горном, Кобяйском и Ленском районах. В 2 района республики, в Жиганский и Эвено-Бытантайский, вакцина еще не доставлена по природно-климатическим условиям. Об этом сказала вице-премьер правительства Ольга Балабкина. В феврале в Якутию ожидается поставка большой партии противоковидной вакцины. На сегодняшний день в республике имеется 8677 доз вакцины, которые в большинстве своем находятся в районах. Об этом сказала министр здравоохранения Елена Борисова. По итогам совещания Айсен Николаев подчеркнул важность усиления работы по вакцинации населения в районах республики. За минувшие сутки по республике выявили 115 новых случаев коронавируса, из них 42 случая в Якутске. В Мирнинском районе 24, в Тампонском 14, в Алданском, Нерюнгринском районах по 6. Во многих других районах от 1 до 5 случаев заражения. На сегодня по республике получили прививку против коронавируса 18 615 человек. Вакцинация, напомним, проводится как в Якутске, так и в 32 районах республики. Что касается районов, то, к примеру, эпидобстановка в Нерюнгринском районе остается относительно стабильной. Заболеваемость как острыми респираторными заболеваниями, так и коронавирусной инфекцией идет на снижение. Слово коллегам в Южной Якутии. Стоит отметить, что несмотря на то, что в целом по совокупному населению заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией ниже эпидпорогов на 45%, вероятность роста заболеваемости остается. По коронавирусной инфекции ежедневный прирост составляет 5-10 человек. От начала эпидсезона заболеваемость составляет 1205 случаев лабораторно подтвержденных данных. Поэтому все мероприятия касательно профилактики как респираторных инфекций в целом, так и коронавирусной инфекции в частности, они должны везде сохраняться, оставаться, вплоть до полного купирования ситуации. Эпидситуация на территории района у нас остается напряженной. С начала прививочной кампании против коронавирусной инфекции на территорию Нерюнгринского района поступило более 1000 доз вакцины. На сегодняшний день почти вся партия израсходована. Вакцинируется как декретированная группа, так и просто желающие. Со слов медиков, вакцина переносится удовлетворительно. Тяжелых реакций не зафиксировано. В детской музыкально-хоровой школе «Соловушка» работает 36 человек. Привито от коронавирусной инфекции 13 человек. Те, кто привились, сделали первую прививку, перенесли ее не все одинаково. У кого-то было незначительное повышение температуры. 3 человека были с очень высокой температурой, которая держалась сутки. На вторые было поменьше, и только на 3-й день им стало полегче. У некоторых болела рука в том месте, где делали укол. Но большинство перенесли прививку бессимптомно. Перед вакцинацией необходимо получить допуск от медицинского работника. Противопоказаниями является беременность и период грудного вскармливания, потому что реакция этой группы населения еще не изучена.
Роспотребнадзор призывает всех граждан пройти вакцинацию, поскольку только совместными мерами можно остановить эпидемию. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. В столичных школах с 1 февраля возобновили очные занятия. На учебу вышли все учащиеся с 1 по 11 классы. Напомним, на дистанционку городские школьники перешли из-за объявленных в столице актированных дней в связи с сильными холодами. Вместе с тем в столичных школах до сих пор сохраняется режим смешанного очно-дистанционного обучения, связанный уже с эпидемией COVID-19. Полностью на очное обучение перешли только 12 столичных школ. Репортаж подробнее Ульяны Шагиной. Первый солнечный день в столице после 2 месяцев туманов и морозов ознаменовался возобновлением очной работы столичных школ. После длительных выходных ученики школы номер 1 впервые вернулись за школьные парты. Лучше в школе, потому что живое общение, с одноклассниками встречаешься. Соскучились все, да? Да, конечно. Что скрывать? Дистанционное обучение сложно далось и для родителей школьников. Ведь не все владеют методическими навыками преподавания. Особенно это почувствовали родители первоклассников, для которых социальный контакт – один из важных этапов жизни. Начальная школа – это фундамент, залаживается в ребенке. И было сложно родителям, как мне, создать, чтобы дисциплина была, обучить ребенка правильно донести информацию. В одной из самых центральных школ столицы сегодня обучаются более 600 учеников. Но за школьные парты сели не все. Половина школьников до сих пор находится на дистанционном образовании. Занятия для них проводятся параллельно с очными уроками. Специально для этого в классах установлены мониторы и выход в интернет. В каждом кабинете, проведен интернет. Это силами родителей, родительских добровольных пожертвований. И, онлайн ребенок заходит на это обучение, и он вместе с одноклассниками обучается. Действуют в связи с пандемией и все объявленные ранее санитарно-эпидемиологические меры. Так, вход в школу осуществляется с 3 разных точек. Небольшое скопление у входа родителей в масках – теперь обычное явление. Здесь они встречают и провожают своих детей. Кроме того, никто не отменял и масочный режим. Даже во время занятий дети их не снимают. Кроме того, под столовую выделен еще один кабинет, чтобы при кормлении детей не нарушались санитарные нормы. Мы даже освободили еще один дополнительный кабинет и в результате открыли эту обеденную зону. И в этой ситуации у нас есть возможность создать все условия для того, чтобы соблюдалась дистанция, на расстоянии 1,5 квадратных метра на ребенка. Вместе с тем в школе началась вакцинация учителей от коронавируса. Если дети получают вакцину в прикрепленных поликлиниках, прививка педагогов осуществляется под надзором Управления образования. Несмотря на добровольное согласие, учителя понимают, что находятся в зоне риска. На сегодняшний день в Якутске уже привито более 600 работников системы образования. План на первый квартал у нас 2300 работников. И также мы составляем график уже на второй квартал, какие работники будут получать прививку в марте, в апреле, в мае месяце. В числе первых согласие на прививку дали и работники образовательных учреждений старше 65 лет. Эта категория педагогов перешла на дистанционное преподавание еще в начале пандемии. Так что многие из них ждут второго этапа прививок и снятия ограничительных мер, чтобы полноценно выйти на работу. Ульяна Шагина, Чулус Накентьев, Якутск. Федеральные пособия повысили в России с 1 февраля. Проведена индексация ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан России на 4,9%. Право на ежемесячные денежные выплаты имеют более 60 категорий граждан. Среди них инвалиды всех групп, дети-инвалиды, участники боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны и другие. На эту же величину повысился и размер социальных услуг. Теперь он составляет 1211 рублей. В состав набора входят лекарственное обеспечение, предоставление путевок на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд к месту лечения и проезд на междугороднем ЖД-транспорте. Льготники могут его получить как в натуральном виде, так и в виде денежной компенсации. Кроме того, с этого года проиндексирован материнский семейный капитал на 3,7%.
С 2021 года сумма материнского семейного капитала проиндексирована на 3,7%. На первого ребенка сумма материнского семейного капитала составляет 483 881 рубль 83 копейки, а на второго ребенка 639 431 рубль 83 копейки. Если сертификат был выдан в связи с рождением первого ребенка в 2020 году, и у семьи в 2021 году родился второй ребенок, то сумма материнского капитала увеличивается на 155 550 рублей. К другим новостям. Досрочные выборы нового главы Якутска состоятся 28 марта этого года. Дату выборов путем голосования выбрали на заседании очередной сессии Якутской городской думы. Так, за эту выбранную дату проголосовали «за» 18 депутатов, против выступили 7. Напомним, на сегодняшний день в связи с уходом в отставку главы столицы Сардана Авксентьевой временно исполняющим обязанности назначен первый замглавы столицы Евгений Григорьев. Городская дума не может себе позволить долгое время, скажем, чтобы наш город находился долгое время без избранного главы, так как перед городом стоят большие задачи. В первую очередь это, конечно же, реализация национальных проектов в городе Якутске. Как вы знаете, в своем послании Сергей Сергеевич Николаев поставил задачу удвоить темпы строительства дорог на территории городского округа города Якутск. И, соответственно, в этом году мы должны будем построить не менее 45 километров дорожной сети. И, конечно же, перед городом стоят очень много и других задач. Ну и, соответственно, город должен быть с избранным главой города для того, чтобы, значит, решать все вопросы, которые стоят перед нашим городом. Всего в повестке очередной сессии Якутской гордумы значилось 3 вопроса. В рамках сессии Сардану Авксентьеву наградили знаком отличия за заслуги перед Якутском. Кроме того, столичные депутаты приняли ежегодный отчет о деятельности главы городского округа и в целом окружной администрации столицы. Отчет озвучил Евгений Григорьев. Он рассказал об основных показателях социально-экономического развития столицы за прошлый 2020 год. Кроме того, обозначил задачи на ближайшую перспективу. Отметим, что наступивший год в Якутске будет ознаменован 3-летием, посвященным благоустройству. В рамках этого усилия городских властей будут направлены на благоустройство дворовых территорий, строительство не менее 45 километров автодорог, в том числе и реконструкцию проспекта Ленина. Евгений Галактионов назначен исполняющим обязанности главы Ниренгринского района. Об этом сообщается на сайте администрации. Ранее районный совет депутатов принял досрочную отставку главы Ниренгринского района Виктора Станиловского по семейным обстоятельствам. Досрочные выборы главы района пройдут 25 апреля. Исполняющий обязанности главы Евгений Галактионов трудовую деятельность начал учителем физкультуры в школе номер 15 города Нерингри, работал тренером ДЮСШ, директором спорткомплекса «Шахтер», начальником протокольного отдела управления по региональным связям и СМИ, работал также в компании «Якутуголь». С июня 2020-го работает в должности первого замглавы Ниренгринского района, член партии «Единая Россия». Вот уже несколько лет подряд Новый год в золотодобывающей компании «Полюс Алдан» начинается с пуска в работу новой мощной техники и горного оборудования. Какой прирост показателей влечет за собой модернизация производства, узнал наш корреспондент Руслан Павлов. Новый большегрузный карьерный самосвал выезжает из производственного бокса. Свои первые километры он пройдет в тестовом режиме. Несмотря на то, что импортные титаны выполнены с учетом использования в северных условиях, они требуют особого отношения. Кабины машин уже снабжены оборудованием, благодаря которому в январский мороз и в июльскую жару внутри одинаково комфортно. Но многое зависит от того, как водители разбираются в особенностях работы с электроникой. Для этого уже по традиции они принимают участие в тестировании и выводу на линию новой техники. В этом году получили 4 автосамосвала, 2 запустили в работу, 3-й самосвал заканчивает регулировку, а это 4-й самосвал, происходит сборка. Традиционно она происходит сервисные инженеры плюс наши сотрудники, которые в будущем будут работать на этих автосамосвалах. Совместная сборка позволяет повысить качество, лучше узнать автосамосвал для бесперебойной работы и безаварийной в дальнейшей эксплуатации.
В конце декабря прошлого года в Полюс Алдан поступило 7 единиц горной техники, в том числе 2 экскаватора, 1 погрузчик и 1 грейдер. Данная техника собирается в боксах другого подразделения «Рудник Куранах». Работа идет полным ходом. Отлаживаются все узлы и системы, монтируется противопожарное оборудование. На текущий момент большая часть оборудования находится на этапе сборки, плюс дополнительное оснащение дополнительным оборудованием. Это как централизованная система пожаротушения и видеонаблюдения. Буквально на днях запустили новый экскаватор PC-1250. Сейчас в этапе обкатки. Как показывает машина себя? Отлично. За последние 5 лет парк горнотранспортного комплекса обновился на 85%, что способствует укреплению материально-технической базы и росту производственных показателей. За прошедшую пятилетку добыча и перевозка руды возросли на 79%, производство золота на 67%. Это современные машины, которые адаптированы к условиям севера, которые могут работать при низких температурах. И пример вот этой зимы показал, что при температуре минус 50, минус 55 даже, техника вся была на линии, вся техника работала. Естественно, режим немножко снижали, но тем не менее компания работала. Программа развития Полюс Алдан 2021 года еще более насыщенная. Продолжается реализация стратегических проектов по увеличению производительности, наращиванию объемов опережающей эксплуатационной разведки и геолого-разведочных работ. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Александр Лукин. Поселок Нижний Куранах, Алданский район. Системы пожаротушения проверят во всех объектах образования. По Якутии соответствующее поручение дал глава Министерства образования и науки региона Михаил Сивцев. Работу в данном направлении усилят после пожара в селе Кустурово Набатантайского района, где 29 января полностью сгорела местная школа. В данное время ученики переведены в здание детского сада Кончари. 109 школьников будут учиться в 2 смены. При этом 57 воспитанников этого детского сада переместили в здание пристроя местного культурно-спортивного комплекса. Озеро в районе Гемеина в Якутске заполняется фекальными водами от ассенизаторских машин. Люди бьют тревогу. Вот уже в который раз проживающие в этом районе якутяне наблюдают, как машины, которые занимаются вывозом жидких бытовых отходов, сливают свои воды в колодец, который находится рядом с озером. Репортаж Дмитрия Тымырова. Свежие истоки жидких бытовых отходов вдоль озера заполнили береговую зону водного объекта. В итоге рядом с озером стоит специфический, стойкий и резкий запах. Вот у нас рядом с домом находится озеро Гемеинское, мы называем про себя. В него периодически постоянно сливаются сточные воды. Претензии, которые мы предъявляем сантехникам, они нам говорят, что фекальные машины сливают свои воды, и поэтому засоряется труба, и в результате все эти фекальные воды вытекают в это озеро. В этот раз ситуация повторилась. На момент прибытия нашей съемочной команды на месте уже работали специалисты водоканала и сантехники. А засор из-за чего может быть? Салфетки кидают, туалетные бумаги. Ну, вынесут предметов кидают. Сами знаете, что это. Я же не виноват, что их кидают. Я, например, видела, что сюда, вот именно сюда фекалки сливают. Я понимаю. По словам сантехников, труба засорилась от слива ассенизаторских машин. Жильцы соседних домов уже который раз наблюдают такую картину и устали делать замечания. Их обращение в управу округа остается без внимания. Обычно машины сливают поздно вечером. Поймать их очень сложно. И только один раз вот зимой мы смогли сфотографировать машину. Подойти близко не смогли, потому что чувствуются водители агрессивные. Но записали номер машины. Обратились в свой округ. Пока никаких результатов нет. За нерадивыми фекальщиками следят в водоканале и в администрации города. Так, по словам специалистов административной комиссии, только за 2019 год ими было составлено 30 протоколов по факту несанкционированного слива жидких бытовых отходов в неположенном месте. А в 2020 году 29 протоколов. А вот по данным Якутского государственного экологического надзора с начала этого года было зафиксировано более 30 нарушений. Такие нарушения мы выявляем в ходе рейдовых осмотров.
Так, также нам жители города Якутска направляют свои обращения, если они выявляют такие случаи. Мы такие заявления рассматриваем в обязательном порядке. Лучше всего, конечно, отправлять фото и видеофиксацию, чтобы было видно дата, время выявления нарушения, а также номер автотранспортного средства. Экологические инспекторы напоминают, что за нарушение этих требований граждане могут быть отштрафованы на сумму от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели от 10 до 30 тысяч, юридические лица от 50 до 500 тысяч рублей. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Мирнинский театр приобрел новый автобус для гастролей по республике. Автобус модели Fox-Bus для междугородней перевозки пассажиров прибыл в Мирный из Нижегородской области, где он был произведен по спецзаказу театра с учетом всех особенностей гастрольной деятельности. Теперь на своем собственном транспорте актеры смогут с комфортом ездить даже в отдаленные районы республики. Вместительный салон на 26 мест и увеличенные багажные отсеки позволят без труда перевозить декорации и необходимое оборудование для спектаклей. У него очень большое багажное отделение, да, то есть мы можем часть декораций возить с собой легких, да, то есть не габаритных. Это очень удобный автобус и теплый, начнем с того, что он по республике, особенно и выезжая в районы, даже вот здесь, если мы недалеко отъедем, уже все равно уже холодно. И если бы не пандемическая ситуация, мы бы уже в январе выехали на гастроли по району. Декада науки стартовала в СВФУ. До 8 февраля пройдут различные мероприятия не только в стенах университета, но и онлайн-площадках. Ежегодно в эти дни головной вуз республики собирает тысячи слушателей. Сюжет Виктории Федоровой. Новшество этого года – интерактивная форма регистрации мероприятий, то есть любой желающий имеет возможность зарегистрировать свой проект и представить экспертам и участникам. В рамках декады запланировано более 20 мероприятий, и все они направлены на популяризацию научных знаний и формирование интересов к науке молодежи, ведь нынешний год объявлен в университете годом молодого исследователя. На площадках нашего университета в рамках декады науки пройдут самые различные мероприятия. Это и дискуссионные площадки на самые актуальные вопросы науки. Это и научно-популярные лекции от наших ведущих ученых. Это и научные игры для школьников, для студентов, которые также направлены на популяризацию научного знания. Но и такие разные мероприятия, которые в целом охватывают и показывают результаты и достижения науки преподавателей и студентов нашего университета. Большинство проектов посвящены теме здравоохранения. Искусственный интеллект для анализа медицинских изображений. Такой проект представила команда молодых ученых, IT-специалистов и программистов во главе с заведующим лучевой диагностики Национального центра медицины Леонидом Кларовым. Допустим, вот пневмония, нахождение, да, вот еще определение того, что, на что обратить внимание. Врач, конечно, сразу смотрит, там, количество ребер тоже, да, вот, считает, и где-то там, если не туда направленности есть, тоже сразу показывает. И вот снимки как раз вот УНЕТ и так далее, разные методы используются. Ну, все зависит от того, какие именно проводятся анализы данных. По словам самих разработчиков, для дальнейшего развития лучевой диагностики в этом направлении необходимо межведомственное взаимодействие математиков, IT-специалистов, химиков и рентгенологов. Ведь в настоящее время лучевая диагностика находится на стыке нескольких специальностей и как никогда востребована в период пандемии коронавирусной инфекции. Дальнейшие действия – это, конечно же, расширение количества модулей МРТ и КТ, чтобы там использовать, и для научных исследований, чтобы тоже проводились. Не менее интересный проект разрабатывают доценты Института естественных наук. Ученые работают с возобновляемыми растительными ресурсами Севера, а точнее изучают химический состав лекарственных кормовых растений и получают биологически активные вещества. Из вздутоплодника сибирского, да, это многолетнее травянистое растение, из него можно получить, вот, допустим, вещества, которые помогают для профилактики избыточного веса и ожирения. Да?
К слову, Василий Нахсоров и Дмитрий Уваров также принимали участие в разработке известного якутского препарата из лишайников Ягель-детокс, который за короткий промежуток времени сумел оправдать себя и выйти на мировой рынок. Физиолого-биохимические адаптации, смотрю, растений, как они адаптируются к нашим суровым условиям, когда повышаются эти вещества, в какое время года, в зависимости от сезона, может быть, да? И зная, когда они повышаются, какой сезон повышается или какую фазу развития, да, можно получить эти вещества из этих растений. Завершающим мероприятием декады станет торжественное заседание, посвященное празднованию Дня российской науки, на котором будут отмечены студенты и преподаватели университета, которые достигли высоких результатов в научно-исследовательской деятельности. Виктория Федорова, Илья Сыромятников, Якутск. Якутск примет чемпионат России по кикбоксингу, посвященный 30-летию победы Александра Иванова. Ожидается приезд более 800 человек. Это спортсмены, тренеры, судьи и почетные гости. Турнир будет проходить в столице Якутии с 5 по 11 апреля. Соревнования будут посвящены 30-летию победы Александра Иванова. Он стал первым чемпионом мира по кикбоксингу из Советского Союза. Вопросы подготовки к масштабному мероприятию были рассмотрены на рабочем совещании. В частности, утвердили план организационно-технических мероприятий по подготовке к чемпионату, разработали состав рабочих комиссий. И в завершении о погоде. Прогноз погоды в Якутске на неделю. Согласно данным Гидрометцентра России, ожидается облачность, небольшой снег и потепление до минус 35 градусов днем. Хоть днем и будут заметные потепления, ночью все те же низкие температуры. К примеру, в среду столбик термометра опустится до минус 46, самый теплый день прогнозируют в пятницу. Ожидается температура не выше 35 градусов. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на телеканале Якутия-24. Будьте в курсе вместе с нами. До встречи.